привет! Доброе утро! У нас сегодня второй день. Мы опять в отпуске, находимся в Татарстане, в городе Казань. И сегодня мы отправляемся на море. На море! Представляете, море! Сейчас машина у нас заглохнет когда-нибудь. Открываем шлагбаум и выезжаем в жару. Ну что, миссия с 5-литровкой выполнена? Да, все отлично, успешно. Вот мы лохи забыли 5-литровку поставить. Здесь свои правила, в общем. Не поставил 5-литровку, паркинг потерял. Да, 600 тысяч. Поехали кататься по Казани. Но перед тем, как поехать на море, мы приехали в торговый центр. Он до дыма спрятался. Да, там что-то дымило, то, что мы сейчас показывали. И вот такой огромный торговый центр. Там что-то тушит, видишь? Там что-то горит, ребят. Потом, может быть, даже расскажем, если будут новости какие-то. Ну что, пойдемте в торговый центр казанский. Для того, чтобы по-настоящему отправиться на море, нужно было обзавестись некими обязательными морскими атрибутами. Почему-то у нас совсем не оказалось шорты, надувного круга для плавания. В общем, все необходимое было приобретено. И вот Тимур уже снимает на видео, как мы уверенно движемся в сторону моря. Тимурка, 36 годиков. Снимает мост. Играет с палочкой. Наверное, и так уже всем понятно, что мы отправляемся на знаменитое Куйбышевское водохранилище. Дорога в сторону водохранилища проходит по большей части по федеральной трассе Р-239, он же Оренбургский тракт. Расстояние до нужного нам пункта около 57 километров, где время в пути без учета пробок составляет примерно 1 час 5 минут. Вот буквально через 40 минут дороги перед нами открываются потрясающие живописные сельские виды Лаишевского района. Но самая главная достопримечательность начала постепенно открываться нашему взору уже на въезде в город. Вот я им говорила, что это море. Они говорят, нет, это горы. Говорят, что ты придумываешь. Сидят, смотрели. Вообще, само название Лаишево звучит как название села, однако на самом деле Лаишево город, причем включенный в перечень исторических городов России. История у Лаишева действительно весьма богатая. Город был основан в 1557 году Петром Шуйским. Матвей, скажи, что? Мы приехали на море Камское. Архитектура города представляет из себя провинциальный русский классицизм, деревянное зодчество и современное благоустройство в виде популярных сетевых магазинов. Ну а самое главное и узнаваемое место – это, конечно, благоустроенный пляж. Мы припарковали наш Lexus вот здесь вот. А вообще с парковкой тут дела, наверное, обстоят не очень. Потому что вот тут вот все занято. Это понедельник у нас еще май. А дальше как бы должен быть знак. Остановка запрещена, но его как будто бы там нет. Ну, наверное, если бы он там даже... Нет, знак вот. Да. В общем, парковки здесь, скорее всего, в сезон, в принципе, вообще нету. Невозможно припарковаться. Я так думаю. Возле пятерочки машины стоит. Допустим. Природный ландшафт изменился в 1950-х годах во время масштабного строительства гидроэлектростанций. При заполнении Куйбышевского водохранилища огромные территории были затоплены, а русло Камы слилось с Волгой в единый гигантский бассейн, благодаря чему появилось знаменитое Камское море. Протяженность разлива водохранилища составляет 20 километров. Масштабное водное пространство вызывает стойкое впечатление, что мы действительно находимся на морском берегу. Ну как тебе, брат? На море, скажи, как тебе, брат? Вообще восхитительно. Настоящее море или игрушечное? Игрушечное. Из киндер-сюрприза. Не, прикольно. Берега видно, конечно, но как будто реально море. Ну да. Внутрь еще не заходили, внутри воды. Сейчас пойдем. А вид красивый. С погодой повезло. Да. Могло быть намного хуже. Что-то посмотрим.
нас сейчас на улице в Лаишево. Здесь 31 градус. Пойдемте посмотрим, сколько там. Мы уже здесь на берегу, здесь у нас уже попрохладнее. От воды идет полос 25 градусов. Теперь настала наша самая любимая рубрика, которая у нас не так часто бывает, и все же бывает. Это рубрика, как вы догадались, температура ЖО. Что означает ЖО? Жидкость охлаждающая. Я уже об этом неоднократно говорил в роликах. Ну что, датчик оставляем, он нас ждет здесь. Сначала измеряем по ощущению, потом измеряем по датчику. Здесь где-то градусов, не знаю, 20, наверное. Но не начинается. Я уже не знаю сколько, но до сих пор не началось. Бодрит, ну градусов, наверное, так по ощущениям, я думаю, 18. Будем так считать. Наверное, 18. Давайте искупаемся. Ух. Здорово. Открыли сезон купания, ребят. В Камском море. Если за датчиком смотреть, сколько у нас температура по датчику будет. Здесь, конечно, приходится подольше чуть-чуть все делать, чем где-нибудь в каком-нибудь инзере, например, или на палубке. Я уже почти по грудь в воде. И давайте смотреть температуру ЖО. Так, главное не утопить его, потому что этот датчик мне пригодится еще кондиционеры ремонтировать. Так, что-то у меня фигню показывает. Жарко, говорит, ха-ха-ха, 106 градусов. Да, датчик, кажется, сломался. Мы не узнаем нашу температуру ЖО. Давай, очнись, брат. Давай. Покажи, брат, какая температура. Ну что, эксперимент у нас не удается, ребят. Не узнали мы, сколько температура, но хорошее, прохладненькое, бодрящее Камское море. Давай, промахай. Кстати, ближе к берегу, друзья, датчик согласился работать. Видимо, те условия, которые там были, ему не очень нравились. А в этих условиях его, в принципе, все устраивает. Поэтому он нам показывает 18,8. Но это здесь, возле берега. Сейчас пойду туда, и он опять мне перестанет показывать нормальную температуру. Что-то ничего не меняется. 18,9, ну, 19 градусов. Слушайте, я был близок очень. Я сказал, что 18 по ощущениям. Там, конечно, подальше, наверное, температура будет все-таки чуть-чуть похолоднее, там будет немного. Ну что, купались, будем купаться еще. Сколько градусов? Не скажешь. Короче, пол. На море лапы. Пришло время показать и сам пляж с его благоустройствами. Архитекторам удалось создать уникальный запоминающийся пляж с хорошей инфраструктурой, который может посоревноваться с известными курортными пляжными зонами страны. На пляже установлено игровое оборудование, спортивные тренажеры и все декоративные функциональные элементы разрабатывались с нуля специально для этого объекта. На территории есть лежаки 3 типов, прямые, полукруглые скамейки и даже арт-объекты. Но вот летом Лаишево превращается в главный курортный центр Татарстана. В пик сезона может наблюдаться перегруженность туристических зон и дефицит парковочных мест. В будние дни кафе и инфраструктура могут работать не на полную мощность, так что, на наш взгляд, для более-менее комфортного отдыха лучше выбрать все же будние дни. Как водичка? А я говорю, потрясающе. Где купаться, папа? Где купаться? Через 5 минут пойдем.
Через 5 Идем минут. купаться, папа. В общем, купальный сезон нами был открыт на отлично. Искупались почти все, но на самом деле только 80% нашей компании. Зато было довольно весело и забавно, как человек, оказавшийся в те самых 20%, продемонстрировал нам одного из посетителей пляжа, громко разговаривающего по телефону и демонстративно показывающего свой торс. Алло! Ну они у меня проверили военник. А так я не чувствую себя в безопасности. Ну что ж, друзья, в этом ветреном, замечательном месте мы завершаем наше посещение на этой потрясающей локации на Камском море в поселке Лаишево в Татарстане. Офигенно, вообще классно. Классная вода, классное место. Конечно, сегодня будний день, и народу еще здесь пока что мало, но уже вот сейчас вот где-то к 3 часам народ стал подтягиваться постепенно. И даже уже люди купаются тоже, так же, как и мы. Поэтому суперски, классно. Приезжайте сюда, и здесь будет очень здорово, и вам понравится так же, как и нам. А мы поехали дальше. У нас еще будут какие-нибудь, наверное, интересные места, да? Да, поехали. Ага. Очень эмоционально. Поехали! Вот так надо. Дорога обратно сначала показалась немного грустной, однако потом оказалась куда веселее, ведь, как выяснилось ранее, на пляже практически нет санузлов, и ближайшая лесопосадка оказалась как нельзя кстати. Чё ты мне моргаешь? Что ты на дороге? Ну, причина остановки. Ну а причина остановки, как вы поняли, была довольно банальной. Ну что ж, ну а далее, посмотрев на чьи-то, ну вы поняли, что именно, мы уже двигались обратно в направлении столицы Татарстана. Чтобы немного отдохнуть и кое-кому развлечься, мы направились в один из находящихся поблизости ресторанов, который привлек нас своими отзывами посетителей, которые, кстати, полностью соответствовали действительности. И ресторан под интересным названием «Тайфун» мы обязательно рекомендуем вам к посещению, если вы также будете в Новосавиновском районе. А вам спасибо, что посмотрели этот очень интересный ролик. Надеюсь, вам он понравился, так же, как и нам нравится фильм «Особенности национальной рыбалки», потому что мы его сейчас смотрим. А вы его также часто смотрите, как и мы. Так что еще раз спасибо вам за просмотр, а встретимся с вами в следующей серии.